Чтобы обсудить все аспекты предстоящей кубковой игры, за несколько дней до матча состоялась пресс-конференция, на которой присутствовало все руководство команды, ее главный тренер Сергей Шишкин и капитан Андрей Амельчак. Главной темой обсуждения было состояние команды и ее готовность к матчу. Со слов Сергея Борисовича стало известно, что проблем с травмированными нет, а его подопечные перед матчем с соперником из ФНЛ хорошо настроены и спокойны. И вот, наконец, день матча. Домашняя арена Якутян, стадион Туймада, который за длительное время впервые принимает матч 1/32 Кубка России, набрал в этот день аж 7000 зрителей. На трибунах царил настоящий аншлаг. Главным арбитром встречи был Андрей Фисенко из города Владивосток. С первых же минут матча началась резвая игра, в которой было много борьбы и нарушений. Напряжение царило как на трибунах, так и на поле. Команды поочередно создавали опасные моменты, но ко взятию ворот это не приводило. И вот на 35-й минуте после длинного кросса Леонардо Рамоса, убежавший от своего опекуна Василия Карманезенко, сильным ударом отправляет мяч в сетку ворот Музыки. 1-0 гости открывают счет, а Карманезенко, который является лучшим бомбардиром хабаровчан, записывает еще один гол на свой личный счет. Гости на этом не остановились. В результате позиционной атаки и кросса с бровки поля Леонардо Рамос имел отличный шанс удвоить преимущество своей команды, но в этом эпизоде на высоте оказался Музыка. Под занавес первого тайма еще одна голевая атака развернулась у футболистов из Хабаровска. И снова главными действующими лицами были герои первого забитого мяча. Леонардо сделал тонкий пас, на который откликнулся все тот же Кармазиненко. 2-0 на 43-й минуте Sky Энергия удваивает преимущество. С таким же счетом и завершился первый тайм. С первых минут тайма Якутия начала активно идти вперед в поисках своего шанса сократить отставание в счете. И в скором времени хорошая возможность представилась после подачи с углового. На ворота Максима Кабанова посыпался настоящий град ударов, но ни один из них так и не достиг цели. Несмотря на счет 2-0, обе команды атаковали так, словно на табло светились нули. Игра переходила то в сторону ворот Музыки, то Кабанова. Моменты были и у гостей, и у хозяев, но реализовать свои моменты якутянам не удавалось. Зато это отлично получалось у хабаровчан. На 70-й минуте, пожалуй, самый яркий игрок матча Леонардо получает мяч и сильным выстрелом делает счет 3-0 в пользу гостей. В оставшееся время команды больше не забивали. 3-0 победа Sky Энергии, благодаря которой хабаровчане выходят в следующий раунд. А что касается Якутии, то ее яркое выступление на Кубке страны на этом заканчивается. Личный рекорд якутян остается повторенным, но не улучшенным. Пока что выше 1/32 наша команда не выходила.
А вот мнение эксперта по поводу матча. Ну, вообще, конечно, для Якутска это очень большой успех, то, что мы увидели команду футбольной национальной лиги. Жаль, конечно, что проиграли с крупным счетом 0-3, но мне кажется, этот счет не отражает действительного желания наших футболистов показать свою игру и даже при возможности выиграть эту игру. Но, конечно же, разница в классе очевидна. Недаром эта команда идет в лидерах футбольной национальной лиги, в принципе, даже претендует на выход в премьер-лигу. Но считаю, что 0-3 несколько незаслуженный результат, скажем, для нашей команды. Но на самом деле ничего страшного не произошло. То, что команда вышла уже в 1/32 финала Кубка России, это уже большой успех. Уровень организации игры не сказать, чтобы уж очень отличался между нашей и хабаровской командой. Но уровень исполнительского мастерства, конечно, был очевидно различен. Армейцы сделали все так, как надо, и добились вполне справедливой победы. То есть победа это, конечно, справедливо, но счет может быть несколько огорчителен. Кубок России для нас окончен, но первенство России продолжается. 5 сентября у себя дома в рамках 9-го тура Якутия принимала иркутский футбольный клуб «Байкал», идущий на 5-м месте в турнирной таблице. Посмотреть игру в этот день пришло более 2000 зрителей. Нашу команду традиционно горячо поддерживали кричалками и песнями. А что касается гостей, то у них также была поддержка в лице одинокого болельщика, прилетевшего вместе с командой. Гости с первых минут начали навязывать свою игру и пристреливаться. В этом случае удар Алексея Ющука пролетает рядом со штангой. Ответом стал удар Кулешова, который, развернувшись, мощно пробил с лету, но мяч попадает в перекладину. Далее последовала атака гостей, скидка Гаранникова и удар выше ворот Пытлева. А вот что происходит на 26-й минуте матча. В пылу борьбы Антон Савченко грубо играет против Машнева, за что Антон Анопа удаляет с поля нашего футболиста. Практически в самом начале матча Якутия остается в меньшинстве. Но это не сказалось на атакующие действия команды. На 30-й минуте Шабонин вбрасывает мяч прямиком во вратарскую площадку. Иван Яковлев затылком перебрасывает мяч за шиворот Икановичу. Защитник выносит с линии, но на добивание первым успевает Игорь Суров. 1-0 и Якутия выходит вперед. Второй тайм снова начался с атак гостей. В самом начале второй 45-минутки после ошибки Музыки шанс забить имел Боровский, но пробить по пустым воротам помешали наши защитники. А ближе к концу первого часа игры неожиданный гол залетает в ворота Байкала. Шабонин прямым ударом отправляет мяч в сетку ворот Икановича. Конечно, стоит отметить недопонимание гостей в этом моменте. 60-я минута, 2-0. Спустя несколько минут опасную контратаку провели наши футболисты. Максим Аксенов, набегая, собирает вокруг себя двух защитников и, заметив свободную зону, делает передачу на набежавшего сокомандника, но удар получился неточным. А на 83-й минуте матча, после подачи с бровки поля, вышедший на замену Андрей Афер с помощью рикошета отправляет мяч в сетку наших ворот. И спустя всего лишь 2 минуты Гаранников с лету перенаправляет мяч в ворота Музыки. За 4 минуты до конца основного времени гости сравнивают счет. Последние минуты обе команды провели в атаках, но забить так никому и не удалось. Финальный счет 2-2, боевая ничья на Туймаде.